Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Моя знакомая, она врач-гастроэнтеролог, работает. Она говорит, расскажи свои впечатления от этой сдачи, этой аккредитации. Я говорю, мои впечатления очень такие, это впечатления, которые радуют меня всегда, всегда, всю жизнь. Мои впечатления это в аккредитационное это время, когда мы поехали сдать аккредитацию, мы сидели в одном большой, как это, зал. Потом пришла, которая она как называет нас, это как сдать аккредитацию, она пришла, говорит, желающие, говорит. Я встала, еще 4 студента, 5 это студенты поднялись на 6 этаже. Я в этот день еще пост держала. Да, пост держала. Так легко мне было подняться до 6 этажа. Поднялись. Они взяли у нас паспорта, дали нам коды наши, это компьютер. Зашли в эту аудиторию и сдали экзамен. И вышли. Потом куратор мне звонила, говорит мой куратор, подожди, говорит, Фируза, еще ответ не вышел. Вдруг ты не сдала? Ну, якобы я иностранка, а вдруг я не сдала, я не русскоязычный, да? А я верила себе, что я сдала. Я ждала, потом она звонит, говорит, Фируза, я тебя поздравляю, ты сдала, ты прошла. А я говорю, как ты знала, что я сдала? Потому что она говорит, ты первый зашла. Ответ, который, студенты, тех, которые первые зашли это экзамен, уже ответ вышел. Как потом, какие впечатления мне это не хорошие были? Конечно, я всю жизнь буду радоваться, что Аллах мне помог, мой Создатель, я сдала. Я учила, готовила, как и зубрила, без шпаргалки. Я всегда без шпаргалки учила. Я 3 образования получила без никаких шпаргалок. Шпаргалки никогда я нигде не пользуюсь. Ну и учусь, я изубрюсь. Пишу, читаю, повторяем отвечание. Но без шпаргалки. А потом я ей говорю, а вы что, не верите, что я не сдаю это на первый этап, это аккредитацию? Она говорит, нет, я не то, что это не верю. Ответ сразу, как они выходят, поэтому я сказала вам, что подождите. Я ей сказала, вы сказали, что вдруг я не сдала. Она говорит, извините, но если что-то неправильно сказала, я говорю, а где поздравления? Она говорит, поздравляю вас. Да? Это милость Аллаха тоже, что я сдала на первый этап. Все экзамены я сдала на первый этап. Даже мои однокурсники, они удивились, они как это в шоке были, как я это иностранка сдала на первый этап. Я говорю, вы это не понимаете, потому что я мусульманка, я верующий человек. У меня это с Аллахом, как это есть связь. Это вам это непонятно. Да. Потому что у кого нету этого связи с Аллахом, не понимает, что говорит, у кого есть связь с Аллахом. Аллах всегда помогает. Я вот всегда еще во время вот этой экзамена, аккредитации, всегда пост держу, чтобы не увлекаться, кушать, как это, питье, пить не надо, кушать не надо. Только я думаю, прошу Аллаха, связь с Аллахом, что Он помог меня и сдать экзамен. На первый этап всегда я сдала. Ну, 3 экзамена сдала аккредитацию. Это был июль 2025 год. Первый у нас экзамен был 4 июля, второй 8 июля, третий 11 июля 2025 год. Мы сдали аккредитацию факультет лечебное дело. Вот так. Мои впечатления очень вот такие, потому что у меня есть крепкая связь с моим Создателем Аллахом. Да. Всегда Он слышит меня, помогает, где бы я ни была. Потому что у пророка Мухаммада есть достоверный хадис, что вы поклоняетесь Аллаху, как будто вы его видите. Если вы его не видите, значит он вас видит. Если он меня видит, это значит, что везде он меня слышит, везде он мне помогает. При условии, что если я к нему обращаюсь. Я ему верю. Я у него прошу его. При условии, что я держу связь с ними. Вот смотрите, если вот у нас это связь с шефом, с директором школы, ну, наш как кто это, босс, да, хороший связь, он же нас как это всегда поддерживает, да? А если у нас связь с Аллахом, как вы думаете, что он как это не помогает? Это чушь какой-то. Если человек думает, что... Да, неверующие, они говорят материальные, что это мир просто так это появился. Это мир не просто так появился, это мир Аллах создал. Мир сам по себе никогда не появился. Аллах создал этот мир, создал человека, все это существует в мире, все принадлежит Аллаху.